Какие люди пришли во власть и почему все говорят об их связи с Бакиевыми? Большое недовольство у людей вызывает кадровые назначения. Многие люди в прошлом тесно работали с Бакиевым. Стоит начать с самого премьер-министра и исполняющего обязанности главы государства Садыра Джапарова. Он был личным советником Курманбека Бакиева и поработал главой по предупреждению коррупции. Артем Новиков был экспертом в созданном Максимом Бакиевым агентстве ЦАРИИ. Он работал там вплоть до 7 апреля 2010 года. Сейчас является первым вице-премьер-министром. Камчыбек Ташиев в 2007 возглавлял МЧС. Сейчас он председатель ГКМБ. Ташиев и Джапаров избирались депутатами от партии Атаджурт, которую связывали с Бакиевым из-за переизбытка в составе кадров беглого президента. В команде был также Ахматбек Келдибеков. Нариман Тюлеев. За бывшим мэром закрепилась слава названного сына Курманбека Бакиева. 3 года руководил Кыргыз Темиржолу, после стал мэром Бишкека. Его посадили на кресло мэра, но люди вышли против его назначения. Санжар Мукамбетов с 2007 по 2009 год работал заместителем министра экономического развития и торговли. Сейчас он министр экономики КР. Хаялбек Мукашев работал в аппарате правительства, заведующим отделом соцразвития. Теперь он министр финансов. Марат Джаманкулов успел поработать при режиме Бакиева в ЦАРИИ, экспертной службе. Сейчас является главой Минюста. Сымых Джапакиев 5 лет проработал прокурором управления по противодействию коррупции, а также прокурором отдела по надзору за следствием ГСКН и ГКНБ. Сейчас глава финполиции. Суинбек Касмамбетов 2005 года до апрельских событий бессменно служил в аппарате Джогур Кенеша, был замом и руководителем. Сейчас он новый руководитель аппарата президента. Бектур Зулпиев, его назвали и называют ближайшим соратником Курманбека Бакиева. В 2005 году Бектур Зулпиев стал у него заведующим отдела правовой политики и администрации главы государства. В 2009 руководителем юридической службы администрации президента. После свержения летал к Бакиеву в Минск. По некоторым данным, по-прежнему поддерживает с ними теплые отношения. Сейчас он заместитель руководителя аппарата президента. Говорят, что именно он занимался введением норм в Конституцию о президентском правлении для Бакиева. Бахтыбек Сыдыков, сын бывшего руководителя администрации президента, государственного советника главы страны Усена Сыдыкова, возглавлял аэропорт Манас. Сейчас он вновь возглавил аэропорт Манас, но сотрудники против этого назначения. Одним из требований протеста 5 октября было назначение новых лиц во власти, но как мы видим, это совсем не так. Более того, приходят люди, работавшие с кровавым режимом Бакиева. Кто забыл это время, то вспомните частые отключения электричества, отопление кизиками, 60 тын с каждого звонка, заказанные убийства и 7 апреля, когда снайперы Бакиева убили 87 человек, более 1500 человек пострадали. Делайте выводы.